Якутскому телевидению 55 лет. Целая жизнь, полная взлетов, падений и новых эпох. История НВК «Саха» началась 8 октября 1963 года. Тогда в эфир вышла первая регулярная программа. Сегодня телекомпания одна из крупнейших на Дальнем Востоке. За полвека сотни передач, полюбившихся зрителям, миллионы видеофайлов, трансляции международных игр «Дети Азии», национального праздника ИСЭХ, масштабных спортивных событий. Историю Якутии зрители видят благодаря НВК «Саха». Невероятный рывок случился 11 ноября 2011 года. Завершилась реконструкция редакторского корпуса, запуск обновленной студии новостей и аппаратного программного блока. Но техническое перевооружение помогло сформировать базу для перехода на круглосуточное вещание. Сегодня в эфире 3 телеканала НВК «Саха», «Мамонт» и «Якутия-24». Последние запустили в феврале этого года принципиально новый подход в вещании на Дальнем Востоке. Интервью, репортажи, новости каждый час, прямые включения, современное графическое оформление. 111 человек ежедневно сообщают о главных событиях, не только в Якутии. Юрий Осипов решил приоткрыть завесу тайны и рассказать о телевизионной кухне. Утро начинается не с чашки кофе. Чем живет родной регион? Будущий медик Артур узнает из телевизора. Канал «Якутия-24» парень находит за пару секунд. Думаю, что это очень классно, что у нас появился свой круглосуточный информационный канал. В любое время можно включить и узнать последние новости. За голубым экраном беспрерывный труд 111 человек. В центре событий – корреспонденты. Начинающие группы и одна с базовым знанием корейского языка. Съемка про сгоревший дом или прямое включение с открытия языкового центра. Анастасия Данилова стремилась стать корреспондентом. 4 года подряд, будучи студенткой, проходила практику в службе новостей. Больше достойных компаний, как я считаю, в Якутии нет. И меня сразу завертело, закрутило съемки. 1, 2, 3. Естественно, это придает динамику жизни. Текст на корреспонденте, сочные кадры на операторе. Отличный материал – это показатель командной работы. С камерой в руке и штативом на плече. 2 года Владимир находится за кадром. Считает, его призвание – быть оператором. У нас круглосуточное вещание, следовательно, съемок много, выездов много. И благодаря этому я много где бываю, посещаю интересные места, интересные события, знакомлюсь с разными интересными людьми. Режиссеры монтажа, подобно скульпторам, создают сюжет. Отрезать звук, подобрать интересный кадр. Они такие же авторы. Ольга Ушницкая – профессионал своего дела. Документальные фильмы, трансляции, детские передачи, кино. В ее портфолио сотни проектов. Информационные программы – это вот отражение действительности, реалий наших дней. Да? Если информационный канал берет и показывает какое-то происшествие или явление, да, то необходимо использовать все возможные средства. Вот сегодня мы используем, например, съемки самих свидетелей происходящего. Динамичная графика и современная анимация в эфире. Требования времени. Графические дизайнеры трудятся день и ночь. Якутия-24 – оперативный канал. Наша задача – вместить всю большую информацию в короткий маленький промежуток, чтобы было ясно, понятно. Бывают сложности, когда перед эфиром за 15 минут нужно же срочно что-то сделать. И приходится укладываться в течение 10 минут перед эфиром уже. Каждый день новости экономики, спорта, чрезвычайных происшествий. Нюргуяна Иванова, главная по финансам, курсу валют и экономике Якутии. Все новости, рубрики, которые я веду, они касаются именно экономики, финансов, проектов, которые направлены на социально-экономическое развитие нашей республики и страны в целом. И мне кажется, что все эти экономические процессы, они влияют на нашу жизнь, и поэтому это очень важно. В телевизоре и интернете Якутия-24 осваивает и новые медиаплощадки. Собственный сайт, YouTube-канал, аккаунты в популярных соцсетях. Пишем также свои тексты, публикуем материалы интересные, приуроченные к каким-то датам, каким-то людям. Мы хотим рассказать о жизни Якутии не только для якутян, но и тем людям, которым, наверное, интересно в Гугле написать Якутия и какие новости выходят о нашей республике. Якутия-24 запустили лишь в феврале этого года. Редакция продолжает набирать обороты. Сегодня потребность в информации, она такая динамичная, и нужен был продукт, который
может быть в фоновом режиме, может быть в регулярном режиме телевизор работает, и ты получаешь поток той или иной информации. Как показывает социология, в принципе, свою нишу зрительскую мы потихоньку занимаем. Да? Для нового канала новый аппаратно-студийный комплекс. Современная техника не уступает лучшим региональным телеканалам России. Чтобы сообщить, что все сделано, во время разговора представительница фирмы давала... Один из основных принципов телеканала – это прозрачность процесса, как в переносном, так и в прямом значении. Каждый прохожий может вживую увидеть, как проходят съемки новостей. Студия – это вотчина ведущих. Звездная болезнь лишь вредит процессу. Быть в кадре – огромная ответственность. Именно от ведущих эфира зависит подача новости. Но если мы говорим о выпуске новостей, то, как правило, зрители, когда смотрят канал, видят исключительно телеведущего. И даже многие не подозревают о том, что за любым выпуском новостей стоит огромная команда. Если мы как-то неправильно оформим новость или как-то не так донесем ее до телезрителя, он ее не поймет, то мы автоматически ставим под удар работу всей команды. Но главная роль всегда у зрителей. Именно от них зависит, каким будет телеканал «Якутия-24». Канал отличный, но, безусловно, есть куда развиваться. Мне кажется, будущее у канала большое. Хотелось бы немного больше позитивных новостей и какого-нибудь развлекательного контента. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутия. День за днем.